Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что совсем скоро вас очень сильно удивит и порадует. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть закроют то, что сейчас скрыто, и то, о чем уже можете узнать. Так, мои милые, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, этого не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, какая большая пятерка, за ней звезда прячется. Видите? После какой-то большой неприятности, либо большой несправедливости в вашей жизни, после какой-то крупной ссоры, ждет вас исполнение вашего желания, либо вашей мечты. То есть я так понимаю, что вам причинили какой-то вред, либо, как неприятность, неприятность с вами произошла. И для того, чтобы вы утешились, высшие силы решили исполнить вашу мечту, подарить вам нечто прекрасное и долгожданное. Но у кого-то в прямом смысле отыграется, что ссора какая-то, долгая ссора, неприятности, которые у вас с кем-то близким, например, могли случиться, они закончатся. То есть если вы с кем-то поссорились и мечтаете о примирении, вот примирение уже, грубо говоря, на пороге. Вы точно помиритесь. То есть пятерка вам за собой несет звезду, как исполнение мечты, исполнение желания. Либо награду за то, что вы пережили. Так, еще. Здесь вас кто-то за руку хватает и вам помогает, либо спасает вас в какой-то сложной ситуации, выручают в конце концов. Причем человек с левой стороны. То есть самая неожиданная кандидатура. Может быть, совершенно незнакомый человек, либо человек, который никогда не помогал, не был в этом замечен, даже никогда не пытался что-то доброе, хорошее для вас сделать. Вот именно этот человек вас за руку хватает и вам помогает, либо выручает вас. Это будет и неожиданно, и удивительно, и очень-очень приятно. То есть не дает вам упасть, получается. Так, еще с левой стороны. 3 человека как будто бы какое-то наказание получают. Причем один из них прям совсем жесткое наказание получает. Наверное, больше всех виноват. Как суд над этими людьми, либо как выносят приговор этим людям. Тут небеса могут судить, и наказывать, и также могут люди наказывать. Но вижу именно 3 человека наказаны будут, а один прям очень сильно будет наказан. Вы с удивлением об этом узнаете, конечно, вы этому порадуетесь. Порадуетесь тому, что справедливость наконец-таки настала. Либо виновные свое наказание получают. И порицание, и наказание. Но одному прям совсем плохо будет. Здесь у нас мужчина. Женщине руку целует. Но опять же, и неожиданно, и очень приятно. Мужчина целует руку. Может быть, за вами кто-то очень галантно начнет ухаживать. Вот прям как джентльмен ухаживает за своей прекрасной леди. У других отыграется, что человек, который был к вам очень долго равнодушен, вдруг обратит на вас внимание. У третьих человек, который был с вами, допустим, груб, вдруг поменяется к вам, причем в одночасье как-то меняется. То есть он вас сопровождает, и он целует вам руку. И в таком, наклоне застыл рядом с вами. Но с правой стороны вам будет очень приятно сказать, что вы обрадуетесь, ничего не сказать. Это приятно, это счастье, это наполненное сердце. Это невероятное ощущение, что человек вам целует руку. И опять же, очень красиво за вами ухаживает. Но у кого новый человек, то, девчонки, мечты сбываются. Если вы мечтали встретить того самого единственного,
который будет отвечать всем вашим там требованиям, критериям, пожалуйста, вот он целует вам руку. Вам, кстати, 3 женщины сразу будут завидовать. С правой стороны, то ли женщины близкие, родные, там, семья, то ли женщины, которые по-доброму вам завидуют. Да, может быть, и так отыграется. То есть они смотрят с умилением, думают: о, какая она счастливая, она такого классного мужчину встретила, он так красиво за ней ухаживает, да, так прилично, приятно себя ведет. Да, в таком ключе. Так, еще вижу, что с кем-то разойдутся ваши судьбы и дороги жизни. С каким-то не очень приятным человеком вы просто расходитесь. Вот тихо, мирно берете и расходитесь. И это произойдет как-то одним днем, одним мгновением. Не могу конкретно сказать, что произойдет, вы все слишком разные, но вы пойдете разными путями. И чем дальше вы будете идти, тем дальше вы будете от друг друга находиться. Да? Вот расходитесь. Может быть, это какой-то недоброжелатель, может быть, враг какой-то, может быть, человек, который вам неприятен. И вижу, что разойдетесь. Вот стычки между вами не вижу, а вижу, что просто вы так раз и разошлись в разные стороны. Каждый своей дорогой пошел. Вы больше никогда не встретитесь. Тихо, мирно разошлись и никогда не встречаемся. С левой стороны от какого-то мужчины птица прилетит. Птица с какими-то вестями, новостями, важной информацией, либо даже какими-то инструкциями. А вас будут просить что-то сделать, либо давать вам какие-то рекомендации очень ценные, полезные и важные. Опять же, у кого-то это может быть близкий родственник, любимый человек. Может быть, это человек, у кого вы запросили консультацию по важному для вас делу. Вот прилетит эта птица, с собой прям целый список чего-то там принесет, да? Инструкции, действий, алгоритм, что, как, зачем. И этой птице вы очень порадуетесь. Удивит вас достаточно объемная эта инструкция, да, почему так много пунктов, но порадует, что ответ очень быстро придет. Либо такой вот развернутый прям ответ. Все четко, понятно. И еще, как знаете, какие-то одобрительные слова, либо там шансы ваши высоко оценят. Опять же, вы все разные. Точнее, я вам не скажу. Так, у кого-то дырки. Дырки, что-то рвется, дырявится. Человек, который кичился своим уровнем жизни, либо своим каким-то положением, весь в дырках. И этот человек теперь как оборванец, либо оборванка, да, и мужчина, и женщина может быть. Вы глазам своим не поверите, когда это увидите. То есть человек как потерял все в один момент, все потерял, растерял, либо отобрали у этого человека. Теперь не будет ходить с такой гордо поднятой головой и на людей смотреть сверху. Теперь наоборот, такой взгляд несчастной бездомной собаки. Взгляд человека, который вот действительно все потерял, лишился всего и даже надежды лишился. Как, знаете, спесь этого человека собьют. Здесь не думайте, здесь не патовое положение. Здесь просто человека с неба на землю опустили. Да? Теперь будет жить как все. Как все ходить на работу, как все сходить там, не знаю, в магазин. Да? Вот в таком ключе информация идет. Спесь. Да, здесь вот гордыня, спесь. И ее собьют с этого человека. Потери ждут этого человека. Не могу сказать, какое отношение имеет к вам этот человек, но вы будете очень удивлены, что именно с этим человеком такая ситуация произошла. Так, чуть выше, с левой стороны. Так, злая женщина, у которой длинный черный язык. Она свой язык прикусит. Я так понимаю, что эта женщина, она как-то против вас была настроена. Возможно, она всегда вам гадости говорила, либо постоянно пыталась там вас как-то обругать, да, вечно вами была недовольна. Вижу, что язык свой прикусит. Какие-то идут обстоятельства, что деваться некуда, да, язык буду прикусывать. То есть она своей сути не поменяет, она так и останется скандалисткой и очень неприятной личностью, но язык будет держать за зубами. Вот как тишину будет соблюдать. В принципе, вам это приятно.
Вам хорошо, когда она молчит. А здесь у меня люди обсуждают то ли разъехаться, то ли съехаться. И так может отыграться. Но удивительно для вас будет то, что появится возможность вам либо съехаться, либо разъехаться. Но опять же и радостно от этого будет. Потому что вы, например, давно хотели с кем-то разъехаться, либо наоборот вы хотели с кем-то съехаться. Здесь будет разговор, здесь будет обсуждение и какие-то планы, грандиозные планы, что вот мы разъедемся, заживем, все классно будет. Либо наоборот мы съедемся, все замечательно будет. Да, отсыпка общая, поэтому и так можно прочитать. Но вот что-то появится, как возможность появится. Вы этому будете удивляться, вы этому будете радоваться. Да, давно вы хотели, но не было возможности. А тут возможность появляется. Здесь какой-то, как ритуал проходит, какое-то действие, ритуал, обряд. И итогом этого ритуала, обряда идет подкова. Как вернуть себе везение, удачу, либо обрести везение, удачу. Понятно, что вы все разные, у каждого свой исходник. Кому-то прям совсем по жизни не везло и не везет, а у других, например, везение в один момент закончилось, как будто бы украли вашу удачу, ваше везение. Здесь проходит какой-то обряд, либо ритуал. Возможно, вы даже сами, либо с кем-то, да, что-то будете делать. Не веря, например, в результативность, не веря в то, что это все сработает, вы получаете мгновенный результат. Сказать, что вы удивитесь, это ничего не сказать. Сказать, что вы обрадуетесь, то же самое. Да? Нельзя словами описать ваше состояние. Причем этот ритуал, он просто мгновенно сработает, да? Либо обряд мгновенно сработает. Да. Слушайте, ну тут явно у вас очень хорошие данные, либо тот, кто для вас будет проводить, очень серьезными данными обладает, да, сила есть у человека, либо у вас есть сила. Вот если копнуть, может быть, еще более удивительные вещи обнаружить про себя, про свои способности. Так, еще вижу ребенка, который вас удивит, причем ребенок как будто бы взрослый. Ну, либо размышляет как взрослый человек, поступает как взрослый человек. Вот это вас удивит. Насколько ваш ребенок осознанный, насколько ребенок мыслит, какими категориями, да, как взрослый мыслит. Тут либо что-то скажет, либо сделает. И вы просто будете в шоке, в приятном таком хорошем шоке находиться. Да, вам это понравится. Так, еще вижу вашу радость от того, что вас куда-то позовут, пригласят в какое-то место, на какое-то мероприятие. То ли вас никогда в такие места не звали, не приглашали, то ли вы менее всего от этих людей ждали приглашения. А вас возьмут да позовут. Причем, знаете, очень тепло позовут, как почетного гостя даже позовут. И вам прям очень-очень будет приятно. Вообще вам понравится и подход, и как это сделано, и каким тоном к вам обратились. Да? Прям все понравится. Прям удовольствие от этого получаете. Так, а здесь я вижу, вы кого-то удивите. Удивите своей смелостью, либо быстротой реакции. Что-то вы такое сделаете. Смотрите, удивляются те, кто рядом с вами находится, а потом, когда вы осознаете, что вы сделали, вы тоже от себя в шоке будете. Да, на что-то вы такое способны, о чем сейчас не знаете. Так, еще вижу человека, который на вашем пороге с чем-то, как будто бы вам что-то будет давать, отдавать. Ну, либо вас чем-то угощать. Совершенно странная личность, ну, либо человек, которого вы не рассчитывали увидеть на своем пороге. Человек вам что-то принесет, чем-то угостит, либо что-то вам отдаст. Да, с хорошим идет, не с плохим. Так, еще радость у вас идет от того, что кто-то на поправку пойдет, кому-то лучше, легче, человек выздоравливает, в себя приходит. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но вижу, что вы прям следите за жизнью этого человека, либо за состоянием этого человека. Когда вы узнаете, что человеку стало лучше, поправляется, улучшается, конечно, вы очень этому обрадуетесь, прям как гора с плеч. Так, мои дорогие девушки, кто в паре, кто особенно в браке, вас ваш мужчина очень сильно удивит.
удивит тем, что он вам какой-то подарочек преподнесет. Подарочек, который, ну, например, вы хотели бы получить, да, хотели, но молчали об этом, там, не говорили ему. Может быть, он у вашей подруги спросил, чего вы хотите. Может быть, он, не знаю, там, полазил в вашем компьютере, либо в телефоне, какие-то закладки увидел. Он вам подарит именно то, что вы очень сильно хотели. А сделает он это ровно потому, что он вас очень сильно любит. Любит и желает вам угодить, желает увидеть вашу улыбку. Ну, либо в последнее время у вас немножко натянутые отношения, и он хотел бы разрядить обстановку между вами. То есть он вас и удивит, и очень сильно порадует. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.